Я из Эстонии, город Таллин. Вы откуда? Я из Киргизии. А, а почему чат турецко покажет, что ты из России? Да, черт его, что она показывает. Вчера Киргизию показывал, сегодня Россию показывает. А, понятно. Непонятно. И какой город у тебя в Киргизии? Бишкек. Бишкек. Да, Бишкек. да, понял. Я был там, 6 лет назад или примерно так. А зачем? Отдыхать? Ну, просто как турист посмотреть, как люди живут. А, У вас там горы и мгм. все. Оно, город выглядит как Советский Союз. Да, да, да. Да, очень А много. это вы откуда? Город Таллин, Эстония. Эстония. А как это? При Союзе, да, русский язык выучили? Ну да, во время советской оккупации я ходил в школу и тогда вынужден был А сейчас учить. молодежь у вас молодежь сейчас не понимает, да, по-английски они больше. Да. Сейчас уже У молодежи что-то спрашивают. бесполезный язык сейчас. Только вот такого возраста, как вы, да, что-то Ну да. это Это, понимаете. да, это действительно так это есть. А как они уезжали от вас с Эстонии, когда развал был? Ну Или да, вы при Союзе не были? нет, они уезжали, потому что ну, закончилась эта оккупация и советские войска по В каком году? 90-м. И, значит, войска по договоренностям уезжали и вместе с семьями оккупантов. И много таких тоже, которые здесь жили, ну, как пришли сюда, как незаконные мигранты работать, они тоже уехали. Просто там договорились, что уезжают, выводят войска. Это было очень А прекрасно. это? А были такие, которые остались? Язык изучали, там остались. Ну да, есть такие, которые изучали эстонский язык, нормально здесь живут, и есть такие потомки оккупантов, которые граждане России остались здесь жить, язык не изучают и думают, что они до сих пор живут где-то в Советском Союзе. Они до сих пор есть, да, у вас? Но есть, и у них в головах это мышление, что они живут где-то в Советском Союзе. Таких ватников у нас Вы не как Литва, да? Не выселяете. Но Латвия. Латвия Латвия. высылала, да. Ну, мы высылаем таких, которые откровенно поддерживают агрессию российскую и говорят, что Путин молодец, что можно или нужно убивать в чужой стране людей, но таких высылают. Понял. А как у вас ваша страна относится к Молодцы. А как ваша страна относится к войне в Украине? Как я понимаю, что в Киргизии это очень дружественное государство с Россией. Ну и как и Казахстан. Ну да. Во время, Кроме когда, Узбекистана. например, когда я ходил туда, это был начало мая, когда я был в Бишкеке, в Киргизии, там это было начало мая, и очень много, огромные плакаты по 9 мая, что, ну, про Вторую мировую войну. Я первый раз такое видел, что где-то так много плакатов, какая-то реклама на это мероприятие, что там деды воевали, и если бы не они, нас бы не было, такой бред, Советский Союз был там. Я думаю, что Киргизия сейчас свободная, независимая, но отмечает этот 9 мая, как в России, я думаю, даже больше. Ну, многие воевали же.
Ну, это понятно, Это просто как бы не праздник идет, а день скорби вообще должно быть какое-то. ну, ну, думаю, что да, это было бы Да. правильнее, что И не погибли. 9-го, а 8-го. Ну да, 8 и, 8-го. да, и очень много киргизов там воевало, погибли, вынуждены были ездить туда, воевать. И без этого, георгиевской ленты. Ну да, в это время это не был еще такой популярный, это Георгиевская лента. Но огромные плакаты про эту войну были. Ну как-то украшали, как это большой праздник, не знаю. Эстония, она как бы, когда была война, она как в легион, да, уходила. Ну да, Немецкий. Советский Союз оккупировал нашу Эстонскую республику А часть, мгм. А часть была за СССР, а часть за немцев, да, была? Эстония. Нет, нет, нет. В целом Советская Россия оккупировала Эстонию в 1940 году. Тогда в 1941 пришли сюда немецкие оккупанты, выгнали русских, советских оккупантов, остались здесь с оккупантами на 3 года. И потом Э, обратно, русские уроды обратно пришли, выгнали этих немцев, но сами остались нашу оккупировать на 50 лет. Это что-то типа как в 39-м, да, они в Польшу вошли. Ну да, это и одновременно было, что там был пакт или договор, как это, Молотов-Риббентроп пакт. Это значит, Молотов был министр иностранных дел России, Советской России, Он не нападение. и Риббентроп был министр иностранных дел фашистской Германии. В это время Советский Союз и фашистской Германии были союзники. Они между собой Поделили Польшу. ну, поделили Европу, как бы, что там было и про балтийские И страны, про парад Финляндию, проводили. да, парад провели одновременно, но напали на Польшу и оккупировали Эстонию, Латвию, Литву, напали на Финляндию. Финны могли русских уродов уничтожать и сохраняли свою государственность. Часть своей территории вынуждены были давать Советскому Союзу, но в принципе уничтожали очень много русских негодяев, и так было. Но у нас вот такой возможности не было. В это время НАТО не существовало, и русских уродов так много, как тараканов. Они лезли. Значит, возможности не было, чтобы защищать от этих оккупантов. Ну, такое. Понятно. А как это с Киргизией? Киргизия была тоже, когда Киргизия стал членом Советского Союза? Ну, это при Ленина в 24 году, когда они там царя своего это, убили. А, а сколько, Кас СССР. а сколько населения Киргизии? Ну, население, часть населения в России, в общем. Ну да, ну сколько это население Киргизии? 5 миллионов или больше? Наверное, больше, если с Россией считать больше. А, понятно. И как жизнь в Киргизии, эта жизнь улучшается или зависит? Сейчас зависит интернет. У него какая жизнь? Лучше станет или хуже, или как вы видите свое государство? Не слышно тебя вообще. Теперь вообще не слышно. Не слышно. Я пойду.